Здравствуйте! Это программа «Диалог о прекрасном» с Кристиной Смольской. Программа наша интерактивная, я по-прежнему приглашаю вас активно присоединяться к нашей дискуссии на сайте dialog.by. Кроме того, все выпуски нашей программы вы можете посмотреть на сайте телеканала «Беларусь-3». Пожалуйста, присоединяйтесь. Мексиканский писатель с весьма символическим для сегодняшней программы именем Доминика Эстрада как-то сказал: «Время подобно ветру, оно уносит все легковесное и оставляет все весомое». 45 лет существует на белорусской эстраде вокально-инструментальный ансамбль «Верасы». И несмотря на кажущимся легковесным жанр, существует успешно и довольно весомо, пользуясь неизменной популярностью и любовью зрителей. И 42 из 45 прожитых Верасами лет ими руководит народный артист Беларуси, композитор Василий Раинчик. Каким был почти полувековой путь ансамбля? Оправдано ли отношение к эстрадной музыке как к легкому жанру? В чем секрет воспитания творческой молодежи? Об этом и многом другом мы говорим сегодня с нашим гостем, художественным руководителем знаменитых Верасов, народным артистом Беларуси и известным белорусским композитором Василием Раинчиком. Василий Петрович, приветствую вас в нашей студии. Здравствуйте. Вас, как известного мэтра нашей эстрады, не коробит такое отношение к эстрадной музыке, к популярной музыке, как к такому легкому жанру? Ведь создавать популярную музыку довольно сложно. Ну, легкий жанр, есть легкий жанр, ну и что в этом плохого? Ну, вы так спокойно, по-философски к этому относитесь. Ну, конечно, это не симфония, конечно, песни, песенки, хорошее настроение, это и есть легкий жанр. Вы уже 42 года руководите знаменитым ансамблем «Верасы». За это время сменилось несколько составов. 9 участников сегодня, я знаю, народные и заслуженные артисты. И, конечно, самое важное и главное для Верасов – это его неувядающие хиты. Да. За время своего существования через Верасы прошло около 60 исполнителей, если я не ошибаюсь. Ну, да. Чем были продиктованы изменения составов? Всегда ли они шли на пользу коллективу? Чем вы руководствовались? Ну, по-разному. Жизнь, она свои правила, так сказать, коррективы вносила. Да, и кто-то по житейским обстоятельствам, кто-то по творческим, кому-то хочется солировать, кому-то... Ну, такое дело. Мы же берем большой отрезок времени, полвека, считайте. Да, это очень много. Да, полстолетия – это прилично. За это время трудно представить, что какая-то группа... Ну, есть, конечно, такие уникальные, но это не тот случай, когда жить, спеть и умереть вместе – это не обязательно. Поэтому состав Верасов так активно менялся. Но я сейчас предлагаю вместе с нашими телезрителями посмотреть фрагмент выступления ранних Верасов и вспомнить, как все начиналось. Давайте посмотрим. Давайте. Эхо улицы ночной, это тихий голос твой. Дрогнут тени на стене. Может, ты придешь ко мне, станешь тихо у огня, спросишь: любишь ли меня? Только промолчу в ответ, словно и ответа нет. Но моя вина в том, что у любви наши имена, в том, что у нее шаги твои, руки твои глаза, у моей любви на щеке слеза, у моей любви прощальный бал сумеркаться. Мы послушали шлягер Верасов «Любви. Прощальный бал». И я помню, в одном из интервью вы говорили о том, что именно с этой песни вы начали свой путь композитора, вы состоялись как композитор. Еще одну вашу цитату хочу привести. «Верасы на фоне других ансамблей были музыкой комфорта». А что еще, по вашему мнению, выделяло Верасы из прочих эстрадных коллективов того времени? Ну, невероятная музыкальность, интеллигентность, культура исполнения.
Ну, в общем, такие качества, которые, в общем, такие достойные. В 2007 году вы возрождаете Веросы с новым составом абсолютно неизвестных ребят. А каким вы видели новые Веросы и как восприняли их те, кто помнил прежние составы? Ну, по-разному, конечно, восприняли, но у меня было... Да, в 2007 году действительно я делал из совершенно неизвестных ребят, я делал новый состав. Перед этим я попробовал возродить ансамбль из самых лучших солистов. Театр эстрады, я тогда в театре эстрады руководил, художественным руководителем был. Я взял самых лучших. На ваш взгляд, да. самых лучших? Ну, Полина Смолова, Виктория Это известные Женя имена. Чалышев, Оля Вронская, Оля Зморщик, Дима Сергеев. Взял самые лучшие голоса, и выучили мы несколько, ну, программу такую выучили, из веросовских песен. Очень хорошо пели, невероятно хорошо пели. Мы собрались, и я людям, которых я очень уважаю, я Показали, да? Предоставили. Да. Один На суд очень умный публики. человек мне тогда сказал, знаешь, Вася, я говорю, все очень хорошо, но они видно, что они все солисты. У них, говорит, на каждом видно, что То есть не я, группа, да, каждый хочет состав выделяться. солистов, да, это и есть печать у каждого на лице. Вот, возьми, ты, говорит, самых молодых, самых неизвестных. Вот я тогда послушался этого мудрого совета, взял, потому что просто у меня две школьницы у меня появились там, Марта и Оля, чудные, красивые девушки. Вот, одного парня я взял из ГУМа, он просто там... Продавцом, насколько я знаю, Ковры продавал, работал, да. Да. Ну, в общем, такие собрались ребят, но очень симпатичные. Вот, наверное, вот они пели эту песню, о которой вы говорили, «Родный город», они тогда снимали, ну, молодые, задорные, и вот как-то все это дело пошло-поехало. Но что представляют собой Веросы сегодня? Каков их репертуар и творческая кредо? Вот современные Веросы, сегодняшние. Понимаете, огромный репертуар. И особенность такая, что вот они, песни, получается, вот эти все номера, которые вот они делают, они как будто сегодня написаны. Вот в чем дело. Понимаете? То есть это старые песни, Да, но написаны как будто сегодня. Они их так исполняют. Каким-то образом они, в общем, получается, не устаревают. Понимаете? Вот. Потому что есть такие, которые вот песня модная, допустим, да, а потом она просто устаревает, и вот видно, что... А вот они как-то вот Веросы всегда были вне стиля. Это не было рок, это не была рок-группа или там диско-группа. Они были своеобразные. Они вот... Есть такое понятие, вот как стиль ансамбля Веросы есть. В голосоведении это заметно. Не только в манере исполнения, но в самом голосоведении. Там все песни мелодичные, все стихи поэтические. Понимаете, все мелодии музыкальные. Ну, Мне кажется, в том, что есть определенный стиль Веросов, есть огромная ваша заслуга как художественного руководителя. Но чтобы не только говорить о музыке и о современных Веросах, я предлагаю посмотреть на этих молодых прекрасных ребят и на их исполнение. Давайте посмотрим. давайте.
песня «Родный мой город» когда-то была популярна в исполнении раннего состава Веросов. На мой взгляд, ребята сейчас исполняют ее достойно. У меня есть интересный вопрос от нашего интернет-пользователя на тему традиций Веросов. Василий Петрович, на сайте ансамбля прочитала: сегодня веросы продолжают традиции легендарного ансамбля. В чем заключаются эти традиции? Если веросы вне времени существуют. Ну, если, я вам скажу, вы, когда звучат веросы, вы сразу узнаете, что это поют веросы. Это уже говорит. О многом это говорит, когда вы звучание ансамбля веросы, вот веросовское звучание, вы не спутаете, вы всегда его узнаете. Все неузнаваемы. Да, узнаваемы. А это, вы знаете, это дорого стоит. Это значит, стоит того, чтобы это дело продолжалось. Вот еще один любопытный вопрос от зрительницы Диаблога о вокалистах группы. Алена, смотрела выступление молодых веросов, заметила, что одна из бывших солисток похожа на Ларису Грибалеву, солист на Стаса Пьеху. Это случайность или продуманный ход? Нет, это никак не продумано. Вы так не приглядывались, да? Вы не замечали? Нет, не приглядывались, потому что как-то необходимости такой нет. Вы подбираете по голосам больше, да? Ну, должно быть, во-первых, должен быть, там многоголосие, должен быть очень хороший слух. Потому что когда поют на 3 голоса, на 4, это очень важно. Сложнее, да? Одно дело петь мелодию, другое дело петь второй, третий голос, и не всегда простые. Вот. Ну и потом должна быть все-таки... Во-первых, это ребятам должно нравиться. Должна нравиться эта музыка, этот стиль и так далее. Потому что у меня были много у меня было экспериментов. У меня была очень хорошая рок-группа, группа РВ называлась. Самая лучшая рок-группа была. Мы выступали, мы такой хард-рок играли, там у меня там были один... Герута Сережа играл на клавишах, он сейчас в Америке, в костюме Ивана Грозного с этим, со своим... Такое театрализованное шоу было, со своим этим посохом. Допустим, гитарист Сергей Ведмедь играл в костюме Сталина. Даже не верится, что... Да, и мы работали с зарубежными группами, у нас в выставочном комплексе работали, у нас был бесподобный певец Сергей Романенко, мы его звали Абдулла. Он такой, есть, записи есть, они не звучат, но они у меня есть, они очень крепкая рок-группа была, но как-то, в общем, не удержалась. Рок-группа не удержалась. Потом у меня была очень хорошая группа Нью-Джек-Сити. Может быть, слышали ее? Нет, там было чудное совершенно. Ребята было, там Ваня Луценко, был Артем. Очень талантливые ребята, очень хорошо, тоже выпустили альбом и тоже не выдержали. То есть выдержали только веросы, да. 45 лет. Да, вот веросы... Но согласитесь, у каждого музыкального коллектива есть свои поклонники. Мне кажется, веросы не исключение. На эту тему еще один интересный вопрос от нашего телезрителя Максима. На какого зрителя сориентировано творчество сегодняшних веросов? Это поклонники старых составов или новый зритель? Кто это? Молодежь? Мы, когда восстанавливали, конечно, ансамбль, когда это в 2007 году было, конечно, я ориентировался на каких-то своих ровесников, но совершенно неожиданно оказались поклонники и молодежь. Ровесники этих новых ребят. С нового состава, да? Да, они вот как-то странно, даже не знаю почему. Наверное, что-то в этом есть. Да. Вы признаетесь, что любите работать с молодыми. А насколько артисты должны быть подчинены воле руководителя? Прислушиваетесь ли вы к ребятам, к их каким-то планам, пожеланиям, мечтам? Ну, конечно. Пожеланиям в музыке? Или вы им предлагаете, и они исполняют? Как идет творческий процесс? Бывает по-разному. Но я вам скажу, что в музыке вообще-то в творчестве идет, я не знаю, как применимо ли это к этому стилю, абсолютно диктатура. Вы можете представить... Вы диктатор. Да нет, вы можете представить дирижера, который станет перед оркестром и говорит: так, играем здесь так, здесь форте, здесь пиано, гобой, пожалуйста, выше, так, и играем в таком темпе. Вы можете представить, что какой-то там, допустим, 4-й тромбон скажет: а почему? А я хочу не так. Я хочу по-своему. Да, этого быть не может. Это вот видение одного человека, творческого лица, индивидуума. Вот. Или, например, художник рисует свою картину, да он же рисует ее, понимаете? Рядом же не стоит у него там компания демократов, которые говорят: что ты машешь красным? Здесь нужно зеленым. Но художник он один, а вы же все творческие люди. Вы как руководители, ребята, как исполнители. Музыку сочиняют тоже по-разному, но профессионал, как правило, сидит один и сочиняет. Написал музыку или сочинил, или наиграл ее. Ну, а потом уже вот я придумал такую музыку. Вот, вы сделайте сначала, как я
вам предлагаю, а дальше уже, а потом делайте, хотите свой вариант, сделайте свой вариант, но сначала сделайте мой. Делали мой, потом делайте свой, если хотите, будем сравнивать. Ну, как правило, получается, делается только мой вариант. Ваш вариант лучше, да? А потом уже и не делают. Ну, так получается. Хотя я ничего не имею против абсолютно. Пускай делают, как хотят. Но у меня не было еще так, чтобы кто-то делал мне аранжировку и сделал лучше. Ну, Мне кажется, для того и есть должность художественного руководителя, который определяет музыкальную политику, да, группы. На одном музыкальном сайте я прочитала интересную фразу. «Молодая Беларусь живет без национальных звезд сцены». Согласны ли вы с этим? Если да, то почему так происходит? ну, Или, может быть, веросы? слишком это такое... Национальные звезды. Какое-то заявление такое, не Резкое. знаю. Ну да, ну без. Почему без? Просто раньше у нас, когда был у нас общий эфир, то есть когда у нас была большая страна, Советский Союз, и все имели одинаковый доступ к центральному телевидению. Все республики, все имели доступ. Белорусы там занимали очень достойное место. Там мы там что-то... не знаю, лет 10 или 15, каждый год мы были в лучших песнях Беларуси. В песне года мы всегда были. Потом, когда все разделилось, конечно, доступ уже к российскому телевидению, которое мы каждый день, говорится, смотрим, но уже доступ уже не тот. Уже там мы видим только россиян, понимаете, как правило, одних и тех же. Я не знаю, открою ли я секрет для наших телезрителей, если скажу, что вы не только художественный руководитель веросов известных, но и музыкальный руководитель многих знаковых для нашей страны мероприятий. Среди них президентские новогодние праздники во Дворце Республики, День независимости возле Стеллы и другие важные праздники. Вы, как музыкант и наставник молодых артистов, насколько сегодня, на ваш взгляд, силен некий патриотический дух у нового поколения белорусов? Вот вы занимаетесь такими важными праздниками государственными. В связи с этим и такой вопрос к вам. Я бы не сказал, что я серьезно занимаюсь этими праздниками. Ну, так по случаю бывало такое, да. Просто патриотическая тематика всегда была для вас важна? Веросы, да. Потому что я считаю, что это нормально, и это очень важно, потому что очень хорошо, когда есть о чем петь. Очень хорошо, когда есть идея. Понимаете, особенно с годами это, понимаешь, вот мы как-то веросы спели «Любовь, комсомол, весна». Ну, невероятное количество положительных отзывов. Как ни на какую песню. Вот вроде как, ну, известная песня такая, ну, ни с того, ни с сего. Столько хороших у нас комментариев идет на эту песню. Ну, просто как ни на какую. Потому что, значит, в этом что-то есть. Всегда хорошо, когда есть о чем петь. Потому что, ну, не только же петь про... Ну, когда есть смысл, да, и глубина в песне. Вот сейчас как раз фрагмент такой прекрасной песни, где есть глубина и смысл вашей песни на слова Леонида Прончака «Цветы Великой Победы» я хочу предложить нашим телезрителям. Давайте послушаем. Слаженный и чуткий наш армейский строй, мы твои солдаты, отче край родной. В каждом сердце есть мужество и честь, мы как никогда едины, да, 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 и навсегда. Цветы победы дарит май, встречай, любимая, встречай. Война войной, судьба судьбой, а я в мечтах всегда с тобой. Если над землею завтра грянет бой, на пути врага мы станем все стеной. Если вдруг беда, селы города, и страна моя вся станет, да, 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 и навсегда. Цветы победы дарит май, встречай, любимая, встречай. Война войной, судьба судьбой, а я в мечтах всегда с тобой. На мой взгляд, прекрасная песня, и патриотическая, и лирическая одновременно. И интересный вопрос от нашего интернет-собеседника Георгия. Что, по-вашему, означает само понятие патриотизм в музыке? Произведение должно славить родину, ее героев или обращаться к корням, к национальным мотивам? Да и то, и другое.
Ну, что вообще это понятие для вас, патриотизм в музыке? Если там используются там фольклорные какие-то, это одно направление. Если такое песни какого-то социально-патриотического звучания, это немножко другое направление. Поэтому тут по-разному бывает. Но всегда я все-таки за такое творчество, в котором есть, если слова, то они должны быть поэтические, в них должен быть смысл. Про любовь это очень хорошо, но не только. Редкий композитор может похвастаться тем, что под его музыку в День независимости выносят государственный флаг страны, как вы. В вашей жизни было много поводов для радости, гордости, ответственности, но то чувство, которое вы испытываете в этот момент, оно какое? Наверное, совершенно особенное. Когда вы слышите музыку и видите, что выносят государственный флаг нашей страны под вашу музыку. Ну, хорошо, конечно, приятно, когда это так получилось. Когда-то я писал, был конкурс гимнов, я написал гимн «Красой Беларусь». Вот, он до сих пор исполняется, и везде его исполняют. А руководитель хора, который записывал, это был такой знаменитый, наш замечательный хормейстер Виктор Ровда. Он говорит... Он такой был симпатичный дядечка. Ленчик, я тебе запишу мычандо. Мычандо. Я говорю, что такое мычандо? Это когда твою мелодию будет у меня мычать мой хор. На М. Это называется, он назвал мычандо. И они спели великолепную мелодию, просто без слов, просто мелодия этого гимна они спели. И как-то вот режиссеры все массовых праздников, они вот когда звучит эта мелодия, капелла, она звучит без всякого сопротивления, просто один хор на М поет без слов. Почему-то в этот момент такое возникает желание вынести флаг. Так получается. Ну, так получилось. Наверное, особая энергетика есть. Ну в вот этой я хочу песне. сказать вот по поводу, что я говорю, что есть песни просто хорошие, есть песни танцевальные, есть песни про любовь, есть песни с мыслями, есть песни, как одна моя знакомая сказала, безмысленные, тоже хорошо бывает, чтобы просто потанцевать. А вот есть песни, ну, можно сказать, нужные, полезные. Или вот я приведу в пример вам песенку свою, которую когда-то совершенно случайно написал, как-то, ну, так получилось, она сама написалась, и, это «Колыханка». Вот она звучит уже много лет, то ли 30, что ли, она звучит каждый вечер в Белорусском доме, она звучит, ну, хорошо же, когда есть песни, которые вроде как полезная песенка, но надо же ребенку по что-то засыпать. Вот он, бай-бай, очень это закрывай, и вот он... Мне кажется, в этом и есть полезность песни. Есть, да. Я думаю, что, может быть, и вы когда-то засыпали под эту музыку. Может быть. Я знаю, Василий Петрович, что вы недавно закончили музыкальный патриотический цикл, который вы писали 2005 года. И знаю, что у «Марша Победы», из которого начался этот цикл, есть удивительная история. Так ли это? Рукопись нашлась, была, как говорил, кто-то говорил из известных, Булгаков говорил, там, говорит, рукописи не горят, да. Я написал был в 1984 году, я в гостинице написал этот марш, потом духовой оркестр сыграл этот марш, и я потерял его. А потом как-то, когда я вот этот гимн, о котором мы говорим, «Красой Беларусь», репетировали в военном оркестре, полковник, дирижер Александр Федоров, он говорит, а у нас еще одна ваша песня есть. Я говорю, какая? Вот он говорит, «Марш Перемоги». И он нашел, мне принес эту мою рукопись. Невероятная история. Тоже написали, Леня Франчак написал тоже стихи. И вот эта песня опять звучит на всех таких праздниках, таких вот связанных с этой тематикой, она везде звучит. Прекрасная история. Василий Петрович, подводя некий итог нашей философской в каком-то смысле беседе, я часто задаю этот вопрос нашим гостям. Музыка способна менять человека в лучшую сторону? Ну, хочется верить. Хочется верить, что так. Хотя я бы не сказал, что она человека поменяет, вот это трудно сказать, но то, что она может украсить жизнь, то, что она может улучшить наше самочувствие, ну, действительно. Ну, задуматься над какими-то глубокими темами, на мой взгляд. Не думаю, что так. Она просто добавит комфорта в нашу жизнь, это уже хорошо.
Спасибо вам огромное за беседу, Василий Петрович. Я вам желаю здоровья и чтобы муза, творческое вдохновение вас никогда не покидало. Спасибо, что вы были у нас. Спасибо. Я напомню, что в гостях у нас сегодня был художественный руководитель известного ансамбля «Верасы», народный артист Беларуси и композитор Василий Раинчик. Известный композитор, коллега нашего сегодняшнего гостя Сергей Рахманинов говорил о том, что музыка прежде всего должна быть любима, должна идти от сердца и быть обращена к сердцу. Слушайте хорошую музыку, оставайтесь с нашей программой и всего вам доброго. До встречи!